Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 4 августа 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Так, Мовидин, Эдам, Саха. Валейкум ассалам. Я вас всех, друзья, витаю. Я вас всех приветствую. Валейкум салам. Напоминаю вам, друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Сегодняшний я свой стрим назвал «Украина против Ичкерии». Это вопрос. И давайте об этом поговорим сегодня. Я уже больше недели не проводил, или неделю уже не проводил, наверное, на русском языке стрим. И давайте об этом поговорим, как говорится. Так, Самур, алейкум ассалам, ашвоэль. И так, ну, для начала, как обычно, сообщение от нашего Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях фашистов в русско-украинской войне. Цифра за прошедшие сутки уничтожено 640 оккупантов. Итого их цифра достигла 248 490 оккупантов. Почти четверть миллиона уничтожено. Вы можете себе представить эту цифру? Четверть миллиона. Это вот эти цифры достигли, в принципе, за две русско-чеченские войны, которые потеряли русские оккупанты. Цифра была где-то в пределах, в среднем где-то по-разному оценивалась. Русские говорили о 85 тысячах уничтоженных, от 75 до 85 тысяч уничтоженных. Это так, неофициально то, что они говорили. Для внутреннего пользования, как говорится. А так у них один убит, полтора ранено, как обычно. И до 220 тысяч убитыми. И в среднем где-то цифра выходила 150 тысяч. Вот такой разброс цифр. И, грубо говоря, сейчас 248 тысяч, это уже больше, чем за две русско-чеченские войны. Война, конечно, ожесточенная, глобальная, большая война. И вот такие вот дела. И так, вернемся мы к нашей теме. Наша тема связана с моим постом, который я сделал в разделе сообщества по поводу вот по этому поводу. Те, кто в YouTube, меня увидят, я думаю, ну, увидят картинку, какая тут есть. Ну вот, смотрите, друзья. Так. Так, давайте я переключу. Вот, смотрите. Вот фотография, которая размещена в украинских медиа. Украинские медиа сообщают. Топ экспертов украинского YouTube. Олег Жданов на первом месте. У него 608 миллионов просмотров. Марк Фейгин 355 миллионов, Андрей Пьянтковский 298 миллионов, Роман Светан, известный антисемит, 281 миллион, Алексей Гончаренко, Дмитрий Гордон, Алексей Арестович и так далее. Ну вот вы видите вот этот список. Итак, по этому поводу хотелось бы кое-что сказать.
во время военных действий вооруженные силы Украины активно противостоят оккупантам и, как мы видим, успешно. Однако в средствах массовой информации ситуация совершенно другая. Подобное происходило и в нашей стране, Ичкерии, во время войны, когда русские постепенно захватили все наши СМИ, и мы стали для всех террористами. Если дальше такой же процесс пойдет в Украине, то украинцы станут нацистами. И мир согласится с этим. Украинцы, когда начиналась война, я вас предупреждал и говорил, что у вас будет война. Вы мне говорили, что, украинцы мне некоторые говорили в социальных сетях, что это невозможно. Чеченцы это другое, там Чечня это там, мусульмане, там туда-сюда, а это тут братский народ, все такое. Не мусульмане, и как бы такого не произойдет. Произошло. То же самое вполне может произойти абсолютно спокойно и в Украине. И все украинцы из борцов за свою свободу, борцов в национально-освободительной войне превратятся в нацистов. Обычно нацистов, которые и весь мир будет, конечно, до этого не дойдет, как бы это сейчас практически невозможно, но нужно быть к этому готовым. И вот почему. Интересно, что вот из этих 21 самых популярных YouTube-вещателей в Украине 10 являются россиянами. Среди них есть экс-боевик Радко Младича, генерал КГБ СССР ФСБ, представители еврочекистов и подполковник. Некоторые из них даже вещают прямо из России, как Латынина и Соловей. Все эти пропагандисты связаны с учреждением КГБ СССР ФСБ или ГРУ. Также вызывают опасения украинские топ-комментаторы. Многие из них связаны с КГБ УССР. И наблюдается открытый антисемитизм и ксенофобия, что является визитной карточкой КГБ СССР и якобы русской скрепой. Кроме того, среди комментаторов есть российский пропагандист, вроде бы с украинским паспортом, который пиарился и задавал манипулятивные вопросы Путину, а также продолжал долгое время дискредитировать украинцев своим участием в программе Скобеева и других. Россия обычно применяет тактику на войне, направленную на отвлечение внимания во время захвата территорий. При этом КГБ играет ключевую роль в захвате политической власти, включая контроль над средствами связи и массовой информации. А армия тем временем отвлекает внимание. На определенных этапах даже может сложиться впечатление, что КГБ ФСБ действует противоречиво с армией. Но на самом деле армия так называемой Российской Федерации является инструментом для достижения их стратегических целей. Современная структура ФСБ имеет корни террористической организации, действующей уже более 100 лет. Они применяют разнообразные методы и способы, чтобы захватить власть и могут захватить практически в любой стране со слабыми институтами власти. Удержание и контроль политической власти является их главной целью и навыком. Противостояние и нейтрализация влияния КГБ УССР на политические процессы в Украине представляют из себя крайне сложную задачу, особенно учитывая теневое влияние и поддержку основного учреждения из-за поребрика. Для успешного противостояния и победы над влиятельными пророссийскими структурами и чиновниками в различных сферах украинского общества необходимо активное участие вооруженных сил Украины, а также сильная, мощная поддержка со стороны гражданского общества Украины и международного сообщества. При этом мы не можем быть полностью уверены в степени инфильтрации пророссийских элементов в ряды ЗСУ. Только одолев внутренних противников, можно говорить о полной победе Украины над фашистской так называемой Российской Федерацией. Пришло время. Мы, по аналогии с прошлым, говорим о КГБ как о политической полиции советского режима. Это я привожу цитату. Как о его функциональной величине. На самом деле КГБ, хотя и в самом советском государстве в разное время он назывался по-разному, ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД, КГБ, есть не просто полицейское ведомство,
а субстанция советского государства. Лишите советское государство этой субстанции, и оно развалится, как колос на глиняных ногах. Профессор Абдурахман Автарханов, книга от Андропова к Горбачеву, 1985 год. Мной написано 2 августа, зачитано 4. А вот в связи с этим я бы хотел бы сегодня и поговорить. Давайте об этом поговорить. Я вновь зашедших приветствую, друзья. Прошу распространять ссылку на наш стрим в социальных сетях, в WhatsApp, в Telegram, везде, где только можете. Это не касается ни в коем случае, категорически запрещено это делать жителям временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия и проживающим в фашистской России. Берегите себя, ваша безопасность в ваших руках, друзья. Друзья, что я хотел бы сегодня обсудить? Ну, смотрите, украинское руководство, это, конечно же, не касается украинского народа, который борется ценой своей жизни, отдает жизни, здоровье, за свою свободу и независимость против интервентов. И в этом плане эти люди являются самыми близкими, самыми родными душами для чеченцев. Именно те, кто искренне сражается против русского оккупанта. И вне зависимости от их национальности, кто бы там ни сражался. Русский это украинец, чеченец или грузин, не имеет значения. Мы все делаем одно дело. Когда-то Джохар Дудаев, когда ему сказали, как долго продлится эта война, он сказал, лет 50 она продлится. Что эта война заряжена лет на 50. И он сказал, что после Чеченской Республики будет Украина, Крым, и украинцы, и русские сойдутся на непримиримых позициях в бою, в борьбе. И затем в следующем одном из своих интервью, когда его спросили, а стоит ли чеченцам сопротивляться, он сказал, что может стоит сдаться, если так бесполезно, бессмысленно оказывать сопротивление такому сильному оккупанту, врагу. На что он сказал, нет уж, извините, я скажу чеченцам драться. Драться на смерть. Это говорит о том, что этот человек, понимая, что после Чеченской Республики будет Крым, то есть Чеченская Республика не может не выстоять, не сказал капитулировать, не поднял руки. И он был честен с нами, так как он отдал свою жизнь на этом пути. Не перешел, не сбежал, а продолжил борьбу и погиб, будучи президентом, первым президентом Чеченской Республики Ичкерия. Вот так нужно бороться с империей. И, к большому сожалению, империя, которая 4 века угнетает наши народы, по-другому с ней невозможно справиться. Мы все должны, вне зависимости от национальности, религиозной принадлежности, вне зависимости от нашего любого какого-то социального статуса, должны приложить усилия так, как это делал Джохар Дудаев. То есть беззаветно бороться с этим злом, которое пришло на территорию Украины. Если бы украинцы тогда стали бы рядом с нами, не как там несколько человек, как это были Сашко Белый, другие его товарищи, а всем народом, всем миром, не стали бы рядом с Россией, которые выдавали наших бойцов, всячески мешали нам, хотя были, конечно же, и это не касается тех, кто нам помогал, были те, кто принимали участие на стороне фашистской России. И их было намного больше, чем тех добровольцев, которые воевали на нашей стороне. Как, в принципе, сейчас происходит. Но с одной лишь разницей сейчас происходит, когда добровольцы-чеченцы воюют на стороне Украины, и из оккупированной фашистской России, Чеченской Республики Ичкерия,
приезжают тоже в большом количестве воевать против Украины. Но за одной лишь разницей. Мы оккупированы, потеряли 30% своего населения. Если мы были бы свободными, то ну, там не нашлось бы, наверное, даже одного чеченца, кто поехал бы тогда воевать против Украины. Вот как-то так. И вот исходя вот из всего этого, сложившейся из этой ситуации, мы знаем, что Верховная Рада признала нашу страну оккупированной, а над нами совершен геноцид над чеченским народом, над чеченской нацией. Несмотря на это, администрация президента или офис президента ну, ведет себя, и комментаторы, которых я вот вначале перечислял, один из них Арестович, там, Гордоны, там всякие третьи, десятые, несмотря на то, что даже Верховная Рада признала нас оккупированной территорией, несмотря на это, даже они утверждают, что мы являемся частью России. Завуалировано, обтекаемо, как они умеют это делать, но всегда пытаются сказать, что мы часть России. Что абсолютно неверно и выставляет нас бандитами, фактически теми, кем нас называли русские. Потому что если мы отделяемся и от одного целого, то есть мы сепаратисты, отделяемся от Российской Федерации, то, конечно же, тогда и генерал наш мятежный, и мы, бандформирование и так далее. Но на самом деле это было не так. Мы вышли из состава Советского Союза, в Российскую Федерацию никогда, как и Украина, не входили, как и многие другие союзные республики и автономные. Потому что в 90-м году еще автономные советские республики были уравнены в правах. Это сделал Верховный Совет РСФСР, высший законодательный орган Советского Союза. Но даже если бы этого не произошло, Советский Союз перестал существовать, и мы, как по факту развала бывшей страны, в которую мы никогда добровольно не входили, в отличие от почти всех, кто соглашался быть в составе фашистского Советского Союза или царской России, мы вышли на законных основаниях, создали свое государство. И единственная наша разница между Украиной и Чеченской Республикой, это в том, что мы просуществовали без войны. Хотя война, провокация была с первых дней, но вот широкомасштабной большой войны, которая началась 11 декабря 1994 года, почти 3,5 года мы просуществовали свободно, независимо. Хотя до этого были, опять же, провокации, нападения и так далее. Украина, в отличие от нас, ну, до 22 года, грубо говоря, там 31 год просуществовала. Мы 3,5 года, она 31 год. Вот и вся разница в правовом и юридическом смысле между нашими государствами. Если русские считают сейчас Украину частью своего русского мира, своего русского большого государства, то этому удивляться не стоит. Все начиналось в том числе с Чеченской Республики Ичкерия. Как-то так, друзья. Как-то так. Пан Василь, то есть для вас Арестович и Гордона это вся Украина? Нет, конечно, пан Василь. Арестовичи и Гордона это не вся Украина. Но это главные вещатели, которых об этом говорят само украинское СМИ, сами об этом говорят, что они главные вещатели, у них миллионы просмотров, там много подписчиков и так далее, и так далее. Вот о чем речь. Но давайте сделаем так, пан Василий, раз ты задал такой вопрос интересный. Вместо того, чтобы, когда о чем-то говорят, вместо того, чтобы начать конструктивный диалог, мне нравится, когда украинцы начинают огрызаться. И говорить, ну а как же, ну то, а сё. Ребят, ну, конечно же, должно быть там самооценка, должна быть там, должны защищать себя и так далее, но не все ваши враги. Я, например, вот с начала вашей войны, еще до начала этой агрессии, когда уже понимал, что против вас идет агрессия, всячески выступал на стороне Украины. И уехал от своей прежней жизни, именно зная, что вот сейчас Украина вступила в борьбу, в войну, и я буду защищать Украину.
Поэтому не всегда так воспринимайте особо жестко, когда вам что-то говорят. Фактически вы присоединились к нашей борьбе. Не мы к вашей, а вы к нашей. Вы тоже просто вступили в войну против империи. Хотя вы помогали этой империи. И раз такой вопрос, главные вещатели консервов. Ну вот, смотрите, мне вот Василий говорит, что никто не верит, а вы еще верите. Я не верю, в том-то и дело, Василий. В отличие от вас, я говорю, кто такой Арестович, я говорю, кто такой Гордон, я об этом вещаю. Я не верю. Но почему-то я никогда не слышу, чтобы украинское общество, вот, есть отдельные представители, которые говорят об этом. И это достойные люди, уважаемые люди, бойцы в основном это бывает. Но несмотря на это, вот эти вещатели у вас вещают. Более того, у вас вещает, например, представляет, показывает его Ахмед Закаев, которого мы заявляли, кто он такой. Вы лучше, ваша украинская разведка, лучше нас знает, кто такой Ахмед Закаев. Ахмед Закаев из его окружения человек, из его так называемого правительства, человек, который предлагал мне работать на российскую разведку. Я об этом вам всем одновременно говорил. Вот просто всем распространял, писал, говорил об этом. Несмотря на это, вы берете этого человека, принимаете, там, даете ему какие-то там возможности вещать оттуда и так далее. У меня очень странное такое ощущение возникает. Это не Ичкерия, друзья. Это вы не Ичкерии помогаете. Об этом я как раз и хотел поговорить. Речь идет не об Ичкерии, а о людях, которые делали все, чтобы Ичкерия не стала, чтобы она перестала контролировать свою территорию и была оккупирована. И это один из них, вот Ахмед Закаев и вот его товарищи, которые очень красиво говорят, очень правильные вещи говорят, а по факту делают то, что вредит чеченскому народу и чеченскому государству. И вот вы в Украине занимаетесь тем, что пригрели у себя вот этих людей. Как-то так. Салам алейкум, алейкум ассалам. Арестович не всегда говорит правду, но он полезный человек для украинского общества. Я не считаю, что Арестович полезный человек. Я считаю, что Арестович очень вредный человек. Он очень много нанес вреда Украине. Именно из-за того, что вот этим своим вещанием, только лишь из-за того, достаточно из-за того, что вот сейчас там лейд-лиз не нужен, там много есть моментов, которые Арестович, фактически вводил русскоязычных вещателей в информационное пространство Украины. И ничего он не добился этим. За 2 года, за 1,5 года каждого дня вещания, практически каждого дня, с Фейкиным, кроме того, что они набрали там по 1-2 миллиона подписчиков и зарабатывают на этом деньги, больше никакой пользы Арестович не принес Украине, на мой взгляд. Так как за все это время ни о какой революции, ничего близко этого в России не созрело. Ни все эти вещатели, ни Гудковы, ни Фейкины, которые сейчас уже свои в доску на украинском телевидении, которые приглашают на все каналы, вот эти люди фактически сделали так, что боевик Радка Младича, Марк Фейгин, является своим. И все остальные, и КГБ, генерал КГБ Гудков, и все остальные, и все же с ними. У нас во власти зрадники и малоросы во главе с Пан Василий, его выбрали 75% голосовавшие. И я не знаю насчет З, но офис президента у меня вызывает давно уже вопросы. Я очень аккуратно пытался говорить на эту тему, и сейчас пытаюсь подбирать слова, так как
как я это не делаю в отношении фашистской России. Но вот ситуация такая, очень-очень, очень-очень, короче говоря, интересная ситуация. А разве Гордон Арестович не граждане Израиля? Я не знаю насчет граждане они или нет, но они представляются гражданами Украины. Разве имеет значение, граждане Израиля они или нет в этом случае? Мне кажется, абсолютно никакого значения не имеет. Так. Лично у нас с кем сотрудничать с политиком Ичкерии, говорит Майк. Что ты имеешь в виду из того, что сотрудничаю? Для того, чтобы быть гражданином чьей-либо страны, не обязательно нужно сотрудничать с кем-то из представителей нашей власти. Скажи мне, с кем сотрудничать надо? Ну вот с чечен-демократами я сотрудничаю. Это представитель нашего государства. А так у нас есть правительство в лице президиума Чеченской Республики Ичкерия, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, Мусы Таипова и несколько других людей, которые входят в это. Как-то так. Так что, Майк, твоя агрессия, она неуместна, Дион, неуместна. Аслан, не забывай про Невзорову. Совершенно верно, Ичкерия Форева, совершенно верно, спасибо, что ты напомнил. Совершенно верно, Невзоров, гражданство Невзорову, Пономареву, ну и так далее, и так далее. Ну куда это годится? Куда это годится? Никуда это не годится. Соцсети ТикТок. Так. Со мной сотрудничать. Я гражданин Чирей. Фураева, я тоже гражданин Чирей. Я никогда не видел с вами на стриме политических руководителей. Кого ты называешь политическими руководителями? Скажи мне, кого ты не видел. Если ты не видел, это еще не значит, что я не являюсь гражданином Чеченской Республики Ичкерия. Понимаешь? В силу разных обстоятельств. Кого ты видел. Салам из Казахстана. Всех россиянцев поздравляем с наступающими украинцами. Салам, Казахстан. Аллах, Казахстан. Асан, это сейчас такое восприятие в связи с событиями. Вообще украинцы очень добрые, приветливые люди. Саха, я абсолютно в этом согласен. Никак это не относится к украинцам, к добрым и приветливым людям, которых я искренне всей душой уважаю. Я имею в виду о той ситуации, которая сложилась. И она связана с тем, что на территории Украины действует псевдо-квази представители Ичкерии. Понимаете? Вот что. И вот сейчас сложился такой конфликт между Украиной и Польшей. Ну, мне кажется, лишнее тут говорить, что как Польша, наверное, мало кто помогает Украине. И сейчас, когда много зерна по вине России, зерно не может транспортироваться обычными способами, оно заполонило сейчас Польшу, вот это зерно, потому что оно уходит через Польшу. И это мешает украинским фермерам и производителям зерна. И в связи с этим поляки накладывают разные санкции, ограничения, чтобы спасти свое положение. И в связи с этим украинцы начинают там вызывать посла Польши на ковер. Ну и такая перепалка получилась. Но мне кажется, если это не делается умышленно, чтобы испортить отношения Украины с окружающим миром, то это, диверсия самая настоящая, самая большая провокация. То же самое, и что говорит вот Моровец такой, есть у них премьер-министр. Мне понравились его слова, которые он тут сказал. Я вам сейчас зачитаю. Вызов польского посла в МИД Украины не должен был состояться. В международной политике в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки,
которую Польша оказала Украине. Таких ошибок быть не должно. Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность и интересы. Ни одной другой страны никогда не будут преобладать над интересами Польши. Матеуш Моровецкий, премьер-министр Польши. Еще раз. Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность и интересы. Ни одной страны, другой страны никогда не будут преобладать над интересами Польши. Я считаю, что вот эта простая формула, которую высказал польский премьер-министр, должна, конечно, была бы распространяться и на Чеченскую республику Ичкерия, где Ахмед Закаев фактически пытается услужить каким-то непонятным силам Украине, воспользоваться Чеченской республикой Ичкерия. Например, когда был спецмятеж Евгения Пригожина, да, Евгения его, по-моему, звали, и Пригожина, тогда фактически и Арестович, и Геращенко, и все остальные недруги чеченского народа фактически призывали к тому, чтобы произошло такое столкновение между кадыровцами и пригожинцами. Это все вооруженные силы ФСБ. Между ними столкновения не произошло бы. Но украинские комментаторы надеялись на то, что часть войск с Украины будет перемещена в Чеченскую республику и будет геноцид чеченского народа. По-другому у нас с русскими отношения никогда не устраиваются. Если они применяют силу, то они всегда совершают геноцид над нами. И кадыровцы фактически ушли бы от ответственности, особенно одиозные главари. Мелкая, может, сошка пострадала. И пострадал бы чеченский народ. И мне кажется, если Украина бьется за свое существование, и для нее ее интересы превыше всего, то эти интересы должны быть, они должны учитывать и польские интересы, и чеченские интересы, и других. Ведь как-то по-свински это получается, как-то по-русски это получается. Если для того, чтобы тебя спасти, себя спасти, избавиться от оккупанта или врага, переключить внимание людоедского плебса фашистской России на чеченский народ, можно переключить это внимание и спастись так. Но меня это не устраивает, например. Меня это в корне не устраивает. Мне не нравится, что глава ГУР Кирилл Буданов заявляет, что Пригожин это реально, то, что совершает, это реально мятеж. Я обычный человек, рядовой гражданин, сделал вывод, что это абсолютно имитация, что никакого там реального мятежа нет. И почему-то начальник ГУР Украины этого не понимал. Но я не верю, что у него меньше информации, чем у меня, или меньше аналитического склада ума. Поэтому я увидел то, что я увидел. И об этом я заявил. И у меня возникает вопрос, доколе Украина будет пытаться использовать своих друзей, союзников в качестве, как это делает Российская империя, в качестве инструмента, не уважая, не имея прозрачных, честных отношений. Почему этого нет? Почему, когда спецмятеж Пригожина оказался спецмятежом, и все об этом увидели, Буданов остался на своем месте? Почему Закаев и вот эти люди, я об этом говорил, писал, находятся до сих пор в Украине, и они якобы представляют Чеченскую республику Ичкерия. Это неправда. Я мог ошибиться. Я не разбирался в этих всех хитросплетениях. И то я разобрался. И все, что я узнал, я выложил в открытом доступе. Для всех. В том числе, конечно, в первую очередь для Украины я это сделал. Но несмотря на это, как будто этого факта не существует. Продолжается дальше
заигрывание с людьми, которые ну, просто очень сильно связаны с фашистской Россией. Очень сильно. Вот у меня вопрос такой. Что это такое? Почему Украина так себя ведет? Очень странно. По поводу реплики в твой адрес, что не видели политические руководители, это, наверное, потому что ты стал разборчивым. Да, анархист. Или из-за того, что я стал очень недоверчивым теперь. Они меня упрекали за то, что я слишком наивный. Ну, теперь узнаем, кто из нас слишком наивный. Россия, Украина полностью управляется так. Ладно, депутат, так, Мацаев, ну, ты не прав. Арестович и многие другие для быдла и русского мира свои люди. Так, ну много, значит, этого быдла. Аслан, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Адаги Черкес. Так, американская разведка тоже думала, что это настоящий мятеж. Американская разведка могла думать, основываясь на информации, которую предоставляет украинская разведка. Потому что мы знаем, что ФБР закидывала в серый бан вещателей, блогеров из Соединенных Штатов, в том числе граждан Соединенных Штатов, по просьбе или по информации, которую предоставляла СБУ. А СБУ получала информацию от ФСБ. Вот как все. Ну, это все, конечно, запутано, все это очень сложновато, но мы в этом должны разбираться. Будем разбираться и говорить. Это, конечно же, всего лишь наше мнение, мы можем ошибаться, но то, что мы видим, мы будем говорить. И пока то, что мы говорили и про Арестовича, и про Фейкина, пока ничего не опровергнуто, и пока все только укрепляется. Наши подозрения становятся все сильнее и сильнее в этом направлении. Поэтому очень все интересно. Ва алейкум салам, друзья, всех вошедших приветствую. Вам надо и помогать России от Путина свою. Много России у вас услышит. Я этим и занимаюсь, я пытаюсь достучаться, я говорю специально на русском языке, хотя я провожу на чеченском языке, но я специально говорю на русском языке, чтобы меня понимали не только чеченцы, чеченоговорящие, но и все остальные. И я всячески пытаюсь помочь, как могу. Ну, алейкум салам. Скажи, пожалуйста, если вам можно выступать от имени ЧК, то почему вы запрещаете другим? Майк, ну у тебя какие-то предвзятые ко мне вопросы, отношения и так далее. То ты меня обвинял, воевал я, не воевал, кого я поддерживаю. Я тебе сказал, кого поддерживаю. Это у тебя недостаточно. Тебе нужно, чтобы они здесь приходили, сидели со мной здесь и вели стримы со мной. Но мне это не нужно. Понимаешь, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. И я никому не запрещаю выступать от имени Ичкерии. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я призываю и тебя в том числе выступать и говорить о чеченских проблемах. Потому что я тебе скажу, это не очень простое дело и не очень безопасное. И абсолютно безблагодарное, неблагодарное это дело. Вот у меня к тебе вопрос. Почему ты считаешь, что я запрещаю кому-то говорить об Ичкерии? Никому не запрещаю. Я запрещаю, и это запрещаю не я, а Уголовный кодекс и Конституция Чеченской Республики Ичкерия, пытаться захватить власть в Чеченской Республике. Что делает Ахмед Закаев и его театральная труппа. Они изображают, что они ей являются властью, абсолютно незаконно, с массой фальсификаций, которые они провели. Об этом говорит президиум правительства.
Об этом есть документальные доказательства. Это несмотря на то, что там мне окружение Закаева, который с ним сейчас, этот человек стоит на митинге рядом с ним. Понимаете? Хусейн Джамбетов, который его майор, едет в Чечню. Рубати Мицаева, которая долгие годы была его доверенным человеком, едет в Чечню. Ну и масса еще вещей, которые я пока не уполномочен говорить. Но есть огромное количество доказательств. Огромное просто. Что Алмет Закаев не представляет Чеченскую Республику. И он должен отвечать по суду. Перед судом он должен держать ответ. Понимаете? Должен быть справедливый суд над ним и его окружением. Вот и все, что я говорю. Конечно, не захватит, Майк. Если ты будешь вот так сидеть и писать комментарии, захватит. А если мы будем заниматься делом и говорить то, что нужно, да, потому что информационная война это одна из самых главных просто, понимаете, составляющих войны. Вот в таком случае не захватит. Конечно, не захватит. И без тебя я это знаю. Понимаешь? А ты только комментарии мне пишешь злобные. А какая у вас профессия? Коммунист, пионер и комсомол? Нет, у меня не коммунист. Я правозащитник. Я правозащитник. Так, американская, так, это было. Пригожин и бунт, это оккупация Беларуси. Татьяна, знаете, оккупация это уже состоялась. Мне кажется, Лукашенко становится, вероятно, есть вероятность, и сейчас, видимо, это сейчас такой пробный шар идет, что Лукашенко может стать во главе российского и белорусского государства. Вы не ослышались. Президент, якобы президент, незаконный президент Беларуси, может стать президентом союзного государства России и Беларуси. И вагнеровцы отправлены для защиты Лукашенко от его же генералов. Как кадыровцы являются и вагнеровцы являются личной армией ФСБ для защиты Путина. Также сейчас вагнеровцы переброшены, чтобы защищать Лукашенко. Атомное оружие переброшено туда, если оно переброшено на самом деле, хотя наши союзники это не подтвердили, наша сторона, Запад, Украина, никто это пока не подтвердил, американцы этого не подтвердили. Ну, говорят, что оно там или нет. Но даже если его там нет, факт, что его уже якобы передали, оно там находится, это говорит о том, что таким образом, в случае чего, Беларусь будет как бы первая получать удар и может быть первая наносить удар по западным странам или Украине, скорее всего по Украине, может быть по Польше, может быть по странам Балтии, может быть нанесено все что угодно можно сейчас ожидать. Но Вагнер отправлен не для оккупации Беларуси. Беларусь уже добровольно вошла в состав российского или союзное образование, где, скорее всего, даже, может быть, станет президентом после смещения Лукашенко. После смещения Путина станет Лукашенко. Посмотрим. Пока я только наблюдаю за этим процессом, как он разворачивается, и, скорее всего, именно, может, таким образом и пойдет. А вы знаете, что большинство граждан Чечни просто наблюдает за вами всеми. Майк, граждан Чеченской Республики Ичкерия, которые наблюдают за нами всеми, хотелось бы, чтобы вы не просто наблюдатели были, а принимали участие. Потому что нам нужна ваша помощь, понимаешь? Мне лично нужна помощь. Нашему чеченскому народу нужна помощь. А наблюдать, ну, это хорошее занятие, конечно, но абсолютно бесполезное.
так иди в Бахмут. А что, в Бахмуте требуется правозащитник или блогер? Я могу отсюда поблогерствовать. Все будет Украина, все будет Ичкерия. Да, Алмула, Виктор Сидоренко. Да, Алмула. Дай Бог. Асна, как думаешь, для какой цели вагнерцев передислоцируют Беларусь? Для провокации Польши, как говорят украинцы, или для повторного Киева 3 дня вместе с белорусами? Я уже вот сказал свое мнение. Очень беспокоит, не свернет ли Америка помощь Украине. Что вы об этом думаете? Анна, я тоже об этом очень беспокоюсь. Знаете, это тоже очень, ну, это встречалось в истории, когда вначале начинают помогать, потом что-то происходит и перестают помогать. Так произошло с Чеченской республикой Ичкерия, так произошло в определенной степени с Грузией, и есть исключать полностью нельзя, конечно же. Маловероятно, что так произойдет, но исключать полностью нельзя, конечно же. Но если же, например, в Украине будут преобладать люди, которые инфильтрированы от российских спецслужб или работают на российские спецслужбы, то и американцы, Запад, англичане не будут справляться, то да, это тоже вполне возможно оставят один на один. И те патриоты украинские, которые сейчас сражаются, начиная от Залужного, заканчивая рядовым бойцом, они все будут находиться в списке для уничтожения. Как это произошло с чеченским сопротивлением. И да, мы совершили ошибки. Много мы ошибок совершили. Некоторые ошибки были летальными для нас и для тех, кто их принял, в том числе для Аслана Масхадова, который сказал, что Америка в 100 раз хуже для нас, чем Россия, которая только что совершила над нами геноцид. И Масхадов, надеясь, что с русскими он выстроит отношения, что они будут выплачивать компенсацию за разрушенное жилье убитых людей и помогут восстановить экономику, восстановить там разрушенное жилье населения. В надежде на это, видимо, это мое мнение, он сказал такую вот нехорошую вещь. И не только он один такой у нас был, которые так поступали. В итоге почти все они поплатились жизнями. Почти всех их не стало, а Россия оккупировала и до сих пор унижает чеченский народ, отправляет на преступные войны, ну и многое-многое другое, что вы знаете. Поэтому я надеюсь, что этого не произойдет, не свернется эта помощь. Но ссориться с поляками, там вот то, что с чеченцами. Про чеченцев вот вам никто об этом не будет говорить, то, что я вам рассказываю. Потому что в основном, кого вы видите, вот кто там вещает, в основном не все, конечно, кто вещает, эти люди вещают по одной методике, по одним методичкам. И они не работают на чеченский народ и чеченское государство. А украинцы, украинские спецслужбы пытаются извлечь выгоду. Кто-то угоду России это может делает, кто-то это делает, надеясь, что это как-то помогает Украине. Но если думают, что, например, Ахмед Закаев и его несколько человек, которых там он завлек, молодых людей, которые, я уверен, абсолютно чисты в своих намерениях, что не скажешь об Ахмеде Закаеве и его ближайшем окружении. Но это, если кажется кому-то, что таким образом поднимется чеченский народ, что чеченский народ сейчас поддержит Ахмеда Закаева, что-то, но это неправда. Чеченский народ никогда не поддержит Ахмеда Закаева. Мы знаем, кто он такой. И украинским спецслужбам тоже следовало бы это знать. Но вот происходит то, что происходит. И возникают очень странные ощущения. Не понимаешь, кто это, что это такое, как это происходит. Имитация, да, имитация для картинки, показать, что вот там что-то делаем, это возможно. По-другому никак. Например, если говорить о реальном чеченском руководстве в лице президиума правительства Чеченской республики Ичкерия, Агьяда Идигова, Аллы Дудаевой, Мусы Таипова и других людей, которые входят и которые каждый год меняются в руководстве президиума,
Так они, и у меня с ними очень схоже до того, как мы ее согласовывали, или я узнал их мнение. Мое мнение о том, что сперва нас должны признать международное сообщество, Америка, ООН. Нас должны признать как государство. И вот после этого от нас можно что-то требовать, что-то нам предлагать. Но если нас признают, это нужно будет заключать с нами соглашение, которое обязательно нужно будет выполнять. Видимо, кому-то в Украине не хочется этого делать, а заключают с какой-то там имитацией правительства в лице Закаева, который полностью себя дискредитирован и работает фактически всегда из любой деятельности людей Закаева пользу извлекает Россия. Чеченцы всегда оказываются в минусе. По слухам сообщается, что Ахмед Закаев тоже извлекает выгоду. Но я это только по слухам знаю. Говорят, очень богатый человек. Говорят, что его двоюродный брат сотрудник ФСБ, офицер ФСБ, который проживает в Москве, имеет там чуть ли не 200 миллионов долларов состояния. Не знаю, насколько догоняет у Ахмед Закаев. Но вот такая вот ситуация тут складывается. И если же для имитации нужно, что чеченцы, заметьте, в 2014 году, когда только-только все начиналось, Ахмед Закаев отговаривал Ису Мунаева и Муслима Чеберлоевского ехать воевать, помогать Украине. Самый пик, самое, когда нужна была наша помощь. Когда с той стороны шли кадыровцы, и украинский дух пытались сломить вот этими там оголтелыми этими бандами кадыровцев, вооруженных сил ФСБ, под видом, под названием кадыровцы. Было важно показать, что настоящие чеченцы, борцы за свободу, которые две русско-чеченские войны сражались против оккупанта, это был наш один из немногих генералов, который еще остался в живых, Иса Мунаев. Мы поехали, они поехали и всячески помогали. Но когда сейчас ничего уже не решает, когда уже всем известно, весь мир за Украину, поддержали Украину, все чеченцы за Украину, все адекватные люди на этой земле за Украину. Сейчас, да, имитация классно выглядит, да, там постреляли какие-то там картинку там для незнакомого ситуации украинца или западника, показать, что какая-то там группа расстреливает какой-то там Урал, грузовик. Но это может красиво, но абсолютно бестолково, абсолютно не полезно. Так что вот такие вот, друзья, дела. Это важно. Важно, чтобы нас слышали. Если вы реально с чеченским народом хотите иметь дело, то вам нужно иметь дело с президиумом правительства Чеченской Республики. Для этого ему нужны политические, юридические гарантии этому президиуму. Мы постгеноцидный народ. Мы не грузины, мы не поляки, мы не кто-либо другой. И та мощь, которая у нас была, она была в начале. И мы дали 20 лет всему миру, отвлекая вот это зло в борьбе против него на себя. Мы дали 20 лет вырасти, Залужному мы дали, таким генералам, таким полковникам, офицерам, украинской свободной молодежи, которая сейчас в посадках, в этих окопах вытравливает, как крыс этих оккупантов. Эти 20 лет, 25-летние парни, они родились именно вот в период русско-чеченских войн и выросли в это время. В свободной Украине, говоря на своей мове, понимая, что они живут в суверенной, независимой стране и так далее, и так далее. Поэтому как-то так, друзья, как-то так. Враг ли Украина Ичкерии или нет? Против ли Украина Ичкерии или нет? Вот что интересно. Так, Алекс, согласен. Спасибо за подарок, точнее, согласен. Ты не согласен. Понял я.
Ты организуешь что-нибудь подобное? Мы помимо прямых эфиров. Хорошо. Валейкум Хагдан, ТСД. Валейкум, привет всем гостям канала. Предположим, какой саму Белоруссию ждет участь хуже, чем Украины. Я не думаю, что вагнерят защищает Лукашенко от его же генерала. Там режим от российского ничем не отличается. Такая же вертикаль власти. Всех купили, в том числе генералов. Ну, знаешь, вертикаль не вертикаль в России, но без кадыровцев и вагнеровцев эта власть не устояла бы. Это защита этого режима. И вот эта вертикаль, она только на словах вертикаль. На самом деле вся система построена очень просто. Каждый на земле, какой есть генерал, чиновник большой, он контролирует свой участок земли, там он питается, там он кормится, как говорится, и отстегивает наверх. Или не лезет, например, какие-нибудь отрасли. Это информационные там вещания, это чисто ФСБ там, и администрация президента. Это нефтяная отрасль, интернет, как информосредство коммуникации. И все, вот и вся система. Нет как таковой вертикали. Вертикаль у них только на словах. Они только клянутся верности, все. А если так, они каждый занимается своим делом, кормится. И такие маленькие группы, которые подчиняются там ФСБ, МВД, кто там, армия и так далее. Украина все больше начинает походить на офшорную зону стабилизации мирового рынка. Думаю, что все долги главного участника обнулятся за счет новой возможности для всех участников украинского офшора. Считаю, что вряд ли ваххабиты кому-нибудь нужны в союзниках. Леха, ты кого имеешь в виду под ваххабитами? Кого ты имеешь в виду? Тоже очень важный момент по поводу вот этой ситуации. Мы знаем, что фашистская Россия главным ее главным достижением вот всего, что сейчас, главной возможностью, скажем так, главными навыками фашистской России является террор. И я хочу объявить, к большому сожалению, что исламский терроризм начинает возрождаться. Исламский терроризм зарождался, осуществлялся фашистской Россией и Лубянкой и ГРУ. Лубянкой и ГРУ. И сейчас, после того, как в Африке, в Нигере произошла революция, вернее переворот, смещение власти, и сейчас пришли пророссийские силы в Нигере, есть вероятность, что с африканского континента, да и с фашистской России тоже, и другие спящие ячейки фашистской России, исламского толка, религиозного, мне трудно называть исламским, мусульманским, потому что только лишь они прикрываются религией, на самом деле это все делать, это русский международный исламский терроризм. И по всей видимости сейчас начинается новая волна. ИГИЛ, который уже перестал существовать и о нем не слышали, снова возобновляется с характерным русским говором, с русской речью. Иногда это может быть кавказская речь, но это КГБшники снова начинают говорить об этом, начинают вообще возрождать вот это свое былое зло. И здесь нужно показать кое-что. Есть такой агент российских спецслужб Тумсу Абдурахманов. Вот смотрите, что разместил вот этот агент российских
Вот смотрите, видите вот эту фотографию? Чушка антитеррор спалилась, написал агент российских спецслужб Тумсо Абдурахманов, которому принадлежит вот этот Нохчинан Аз, голос Чечни. Ну, как есть такой на ЧГТРК Грозный, голос Чечни, вот у него тоже на чеченский лад назвал. Здесь, если вы обратите внимание, вот внимательно посмотрите, видите, это скриншот, вот здесь тоже посмотрите. Сейчас я немножко увеличу. Видите, да? Мой канал, видите? Reality HRCI. А видите, внизу зачеркнуто. Сине замазано, видите? Это пост из этому посту более года или 2 лет даже. Вот это. Это в разделе сообщества. Видите, да? Reality HRCI. Это у меня они взяли скриншот с моего YouTube канала в разделе сообщества. Следующее, что хочу сказать. Они говорят, утверждают, что вот на этом фото является антитеррор. Парень антитеррор. Как вы думаете, почему они затерли дату? Видите, сверху дату затер. Агент российских спецслужб. Нужно напомнить, что Тумсо Абдурахманов занимался прослушками чеченских бойцов, переводами чеченской речи на русский язык. И, как мы знаем, в основном у нас бойцы погибали из-за прослушивания телефона. Вот чем занимался вот этот человек. Он повинен в гибели сотен или тысяч чеченских бойцов. Потому что очень много было убито и попало в тюрьму именно по прослушиванию телефона. Гуще отяти с какой-то. Гущей. Ну, в Ютубе посмотрите. В Ютубе все сохраняется. И можете посмотреть. Но у меня зависает YouTube. Так вот, почему затерто это все? Дело в том, что вот этот парень, который здесь есть, он читает Коран на чеченском языке. Это не антитеррор. Это человек, который хотел на чеченском языке рассказать Коран. Антитеррор вообще из другой области. Но дело в том, что потом этот человек, на него оказали давление, его родственники, и перестал. Он очень хорошо разбирался в исламе и перестал выкладывать свои видео. И если вы отмотаете назад в разделе сообщества, вы увидите, что там нету ничего по этой ссылке. Вот если вы пройдете, ища на год, по-моему, я сейчас не помню точно дату, но это можно найти спокойно. Так вот, вы не увидите эту фотографию там больше, потому что этого видео там нет. Тогда возникает вопрос, как у агента российских спецслужб оказалось видео, скриншот, который сделан 1,5 года назад, провисел, может быть, 3 дня или неделю в разделе сообщества. И после этого это видео тот закрыл человек. И там нету этого больше. Вы там больше не найдете этого человека и его вот ссылку на его видео, где он читает Коран на чеченском языке. И то, что он закрасил это говорит, делается для того, чтобы вы не смогли пройти и проверить, найти у меня на канале в разделе сообщества вот этот скриншот. Это говорит о том, что как только я что-то выкладываю, сразу происходит скриншот, фото, сохранение. Это говорит о том, что мой канал, я об этом постоянно вам говорю, находится под жестким наблюдением, под жестким контролем. Каждое слово, которое пишет, вот, например, мне кто-то пишет в чате,
и потом удаляет свой комментарий. Поверьте, вас уже зафиксировали. Вы можете удалять, не удалять, уже зафиксировали, что вы написали. И это лишний раз подтверждает о том, что вот этот Тумсо Абдурахманов является агентом российских спецслужб. И они фиксируют то, что я только выкладываю, и через потом год-полтора они выкладывают. Вероятно, они могут убить этого человека. Например, Тумсо Абдурахмана уже выкладывает такие, уже опять более религиозные. Он стал сперва демократом, сперва был радикалом, потом стал демократом, антисемитом, теперь опять становится радикалом и антисемитом. Ну, антисемитам они стесняются признаваться. Ну, в Европе там не очень это кошерно, поэтому они, ну, такие, как голубой воришка, помните из этого 12 стульев, да, был, который воровал и очень стеснялся. Вот они такие же. Как-то так, друзья. Как-то так. Поэтому, скорее всего, с большой вероятностью сейчас возобновляется вот этот исламский терроризм. И вот эти рупоры, которых мы тут видели, и которые становились демократами, потом радикалами, потом опять демократами, вот эти рупоры будут сейчас нагнетать обстановку. Вот эти все вещатели, религиозные вещатели сейчас будут. И я боюсь, что пострадают невинные люди, в том числе и религиозники, которые как Абдаллах из Франции, который убил учителя, безоружного, уехал, сбежал с фашистской России вместе с отцом, с дедом, родился, вырос там, или не родился маленьким, уехал и вырос там. И вместо того, чтобы отомстить Буданову или Шаманову, он по какой-то причине пошел и убил французского учителя, который вообще ничем ему не навредил. Вот я боюсь, произойдет, в принципе, и что может произойти и с антитеррором, или с этим парнем, который там есть. Но они всячески будут пытаться что-то сделать. Ну, и себя я тоже не исключаю, конечно. Но вот как-то так. Так, друзья. Ва алейкум ассалам, Асколи, Машво. Видеотрансляция Марасит, но фотку мы увидели. Я фотку и выложу, чтобы было понятно, что агент российских спецслужб заинтересовался этим человеком. Ну, я думаю, у него будут как минимум дома проблемы, если агент заинтересовался. И, возможно, готовят какое-нибудь очередное убийство кого-нибудь. Этого, или же антитеррора, или меня, или кого угодно. Кого угодно, да. Также Чеченская демократическая партия. Ну, посмотрим, да. Короче, кто вперед умрет, те передавайте Джахару салам от меня. Если я вперед, то я передам, да. Как-то так, да. А этих чертей мы будем ждать, чтобы вилами в ад их дать. Так можно сказать про любого. Аккаунт. Так можно сказать не про любого. Ты многого не знаешь, аккаунт. Просто научись доверять людям. Не этим агентам, а людям, которые реально занимаются делом. Так, как-то так, Дион. Как-то так. Пишите ваши комментарии, друзья.
Итак, вернемся. Говорить, доверять, нужны доказательства. Конечно, нужны доказательства. И я приводил их много раз. Конечно, нужны доказательства. Но, понимаешь, если у тебя не хватает образования или жизненного опыта понять те доказательства, которые тебе приводят, ты их не поймешь. Например, если для тебя не очевиден тот факт, что во время геноцида чеченского человек работает в государственном унитарном предприятии «Электросвязь», которое занимается прослушиванием, налаживанием телефонной сети, телефонной связи, ну, для тебя, наверное, трудно будет привести доказательств. А вся деятельность, которую ведет этот человек, сколько лжи он выливает, и если это для тебя тоже не очевидно, ты не видишь этой лжи, ты не видишь этих доказательств, то, к сожалению, я не могу тебе помочь. К сожалению. Там столько лжи и столько провокаций, которые совершались против чеченцев, которые здесь в Европе живут. Например, с первых дней, как они сюда приехали, нас хотели представить религиозными фанатиками, и нас хотели депортировать отсюда, массово уже начали депортировать. И вот этот персонаж и другие такие же персонажи, которые изображали из себя религиозных деятелей, способствовали этому. Они совершали провокации против нас. Просто я занимался этим вопросом, каждый день сталкивался с этим, с разного рода вот этой деятельностью спецслужб. А ты ничего не делал, и поэтому ты этого не знаешь. Но эти вещи очень простые. Простые для того, чтобы понять. Также я хотел бы напомнить о том, что с ночи 2 августа, день ВДВ, на 3 августа был отравлен и убит Юсуп Тимирханов. Тот самый герой, который уничтожил Буданова, Юрия Буданова, который убил чеченскую девушку и заживо ее закопал. Дал разу Юсуп Тимирхан, дал декал войкас. Также сообщается, что российский крупный десантный корабль класса Рапучча, Оленгорский горник, который сегодня утром был атакован украинским морским беспилотником Камикадзе в порту Новороссийска, тонет. Новые кадры показывают, что буксировка судна уже очень сложна, потому что оно горело на правой стороне, предположительно участки заполнены водой, что затрудняет эвакуацию судна. С чем я вас всех поздравляю, друзья. С чем я вас всех и поздравляю. Если вас демонстративно не замечают, значит вами всерьез интересуются. Генри Дэвид Торо. Немножко я вам мудрости скажу. Да. Ну и давайте я вам, у меня здесь и дагестанские друзья здесь есть, и мы как раз в прошлый раз говорили по поводу кто как сколько пострадал во время правления Сталина. Ну, давайте посмотрим. И я вчера на чеченском языке, позавчера на чеченском языке показывал эту дагестанскую правду, газету «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» там и так далее. Орган Дагестанского обкома, Махачкалинского ГК ВКПБ и Верховного Совета ДССР. Номер 120, воскресенье, 18 июня 1944 года. То есть через полгода после депортации чеченцев и ингушей со своих земель. Хроника. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил представление Президиума Верховного Совета Дагестанской АСР об изменении
об изменениях в административно-территориальном устройстве районов. Цунтинский, Чеберлоевский, Шароевский районы ликвидируются. Нажаюртовский район переименовывается Андалалский. Районный центр селения Нажаюрт переименовывается в селение Андалалы. Саясанский район получает название Ритлябский центр. Центр его селения Саясан переименовывается в селение Ритляб. Районный центр Ауховского района переносится из селения Ярыксы-Аух в селение Банай-Аул, которое переименовывается в селение Новолакское. Район получает новое название Новолакский. Районный центр Курчелоевского района переносится из селения Курчелоев в селение Алерой. Район переименовывается в Шурагатский. Районный центр селения Алерой в селение Шурагат. Вот полностью еще развернутая страница самой газеты. Это для тех, чтобы вы понимали, как все происходило у нас. Что нас выслали и на нашей территории передавались нашим соседям. Асан, как считаешь, у этих радикалов сильное влияние и поддержка в чеченском обществе? Милтон, я считаю, что это влияние у них не сильное. Пик был, давно был пик поддержка, особенно у среднего уровня людей, умные люди с первого дня это все понимали. Вот такие, как я, это поняли со временем. И такие, как я, среднего понимания люди дошли своим умом, что нас обманывают. И поэтому таких средних, как я, достаточно у нас, большая часть. Поэтому осталась небольшая группа маргиналов или очень необразованных людей, которые в это все верят. В это все верят. И, конечно же, нету того общего. Но я думаю, что уже на самом низком уровне вообще поддержка радикалов и вообще этой идеи в чеченском обществе. Поняли мы, что нас обманули, что это все бред и обман полностью. Манипуляция нами была. Дело в том, что достаточно одного человека им, чтобы отрезать голову какому-нибудь учителю и потом пожертвовать этим человеком. Чтобы из этого создать мега просто огромную проблему для нас, для всех. Поэтому поддержка маленькая, но угроза, так как за этим стоит спецучреждение КГБ СССР, она очень велика, вот эта поддержка. И угроза для нас, для чеченского гражданского общества, для нас в целом, это большая, очень большая. Но я надеюсь, что мы справимся с этой задачей, потому что гражданское общество, чеченское гражданское общество, оно формируется, до сих пор формируется. Но я могу сказать, я уже спокоен, я уверен, что оно сформируется, четко сформируется, я в этом нисколько не сомневаюсь. Дело осталось за очищением наших рядов от предателей, которые среди нас находятся, те, кто говорит про Ичкерию, кто говорит там про религиозную страну, неважно. Но вот в наших рядах, во всех наших рядах есть агентура, которая работает на русских. И ее не так много, но много кого они могут дурить вокруг себя. И вот радикальное влияние, оно уменьшено очень сильно. Оно на самом низе своем находится, на самом падении, так сказать. Так что вот так я это вижу, и есть большая вероятность, что они сейчас будут совершать теракты. Не забывайте об этом, чеченцы. Что думаешь о гибели Дедуськи? Мне кажется, навели на него. Татьяна, я не знаю, я вообще ничего не знаю про его гибель, кроме вот официальной версии. Канал Дольче Велле на русском, он про кремлевский. Недавно там осветили тему с военным переворотом в Нигерии, а в комментариях одни прорусские нарративы, мол, правильно делали, долой Францию и так далее. В комментариях может писать кто угодно. Deutsche Welle вел себя абсолютно прорусски долгое время. Есть такой канал Ост-Вест, тоже вещает он в Германии, они прикидываются евреями, там есть евреи, по всей видимости, но это российские такие евреи, которые
Ну, там их немного, но в Германии это очень удобно, прикрываясь этим, и заниматься античеченской деятельностью. Вот Ост-Вест занимался античеченской деятельностью, я об этом писал, жаловался на них, и в конце концов нам удалось просто заткнуть их. Они заткнулись просто. И больше про чеченцев не говорят, слава богу. Есть за что, пожалуйста, говорите, если есть бандит, террорист, там кто угодно, пожалуйста. Но они фактически выдумывали уже факты, ну как обычно это делает русская пропаганда. И вот вроде бы замолчали. Там был еще у них там эксперт немец, там Кристиан Освальд, который там ездил к Кадырову, там и, короче говоря, изображал из себя такого эксперта по чеченцам, которого тоже удалось как-то нейтрализовать, его сейчас особо не слышно, слава богу. Сейчас же Deutsche Welle на русском языке, ну, более-менее себя сейчас преподносит этот канал. И не могу сказать, что он пророссийский, сейчас откровенно уже этого нет, но рецидив может быть в любой момент. Так, мне думают, что Будана убили, чтобы заморать Украину. Какого Буданова? Хинц и Абу Зейд Гарбуз канала Нисо. Хинц и Абу Зейд Гарбуз канала Нисо потянут бинца на сайт Кавказ Фикарец. Цен интервью шлуш. Улу радикал Хагулу винак цер шен гуанда. Да, я знаю, сейчас появляются разные каналы, и сейчас вот религиозная тема, я уже замечаю, что уже и знаете, как они делают? Они для того, чтобы поддержать Ахмеда Закаева, это делается в том числе, потому что Ахмед Закаев нужен очень России, как я это вижу. И фактически аятолла Закаев, который с меняющейся акидой, меняющимися установками, то он и демократ, то он строитель шариатского государства. И таким образом и Тумсо Абдурахманов там наезжает на Закаева и так далее. Это делается такой ажиотаж. Они между собой для того, чтобы, если есть какая-то группа, которую невозможно уничтожить, победить, ее нужно возглавить. И вот таким образом вот и этот НИСО канал или там что-то подобие начинает наезжать на Закаева, там, что вот он не мусульманин, что вот он там недостаточный мусульманин. Хотя и эти одного поля ягода и управляются, я уверен, с одного направления. Они не говорят, что ты нелегитимен, что ты совершал преступление, есть доказательства этому. Они говорят, что он недостаточно религиозен. И таким образом они отводят от главной причины. И Ахмеда Закаева реально хотят представить, как будто его преследуют какие-то радикалы исламские. И вот он такой весь демократ там, и вот он борется, и что вот он такой есть. А его не существует. Это все незаконно, то, что они делают. Все, что они делают. Поэтому вот эти все вещи, которые вы видите, друзья, не обращайте на это внимания. Или если обращаете, то просто делайте вывод и проходите мимо. Потому что они на самом деле абсолютно не пекутся о нашем будущем, о нашем народе. Не об этом речь идет. Программа Чечню, свою страну защищать от Кадырова. Их двигается от Путина. Программа Чечню, свою страну защищать от Кадырова. И их двигается от Путина. Ну, я не совсем понял, что вы написали, но нам, чеченцам, не нужно защищать Чечню от только Кадырова. Когда вы говорите от Кадырова, вы представляете, как будто у нас какая-то гражданская война. Кадыров поднял восстание против Джохара Дудаева или Аслана Масхадова, уничтожил их или захватил власть, и вот гражданским переворотом пришел к власти. Это не соответствует действительности, как вы понимаете. Наша страна оккупирована фашистской Россией, теми же силами и даже большими, которые были применены сейчас против Украины, было применено против нас, чтобы оккупировать. И Рамзан Кадыров является вот ноготком только, винтиком в большом механизме, который является врагом чеченского народа. Поэтому мы не защищаемся от Кадырова, мы защищаемся от фашистской России,
куда входит и Кадыров, и много-много других таких же деятелей, которые не меньше кровавые даже, хотя Кадыров самый известный, не меньше кровавый, чем сам Кадыров. Поэтому, а мы постгеноцидный народ, мы сейчас немножко идем впереди многих, потому что мы пережили и победу, и поражение, и оккупацию, и геноцид, и продолжаем бороться, и прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. Пытаемся делиться опытом с Украиной, и с Америкой, и с Англией, пытаемся рассказывать, что мы видим, как мы видим, и у нас это иногда получается, что-то новое, несмотря на то, что не имеем таких ресурсов, которые есть у государств, которые не оккупированы и не пережили геноцид со стороны фашистской России. Вот этим людям, этим народам, государствам, в том числе Америке, Англии, Украине, пытаемся объяснить, русским пытаемся в России объяснить нашу позицию, донести. Ну вот как-то так, как-то так. Аса юга по-новому хаузу яшбон и геобешны игил войнюк и внедритель. Они вновь пытаются разыграть эту карту. Да, Садула, абсолютно верно. Я вот именно так и говорю. Я именно так это и вижу. Сейчас вы увидите и Белакиева, и Абдурахманова, и Ламаева, и все остальные, которые начнут сейчас раскручивать, ну как бы не прямо, потому что можно лишиться там статуса, еще чего-то, каких-то там своих привилегий, которые здесь уже получены. Можно вот таким вот образом раскручивать вот эту тему ИГИЛа. И вот этот ИГИЛ сейчас как бы Ахмед Закаев не ИГИЛ они нам представляют. Это одно и то же. Просто этот ИГИЛ начинает, который долгое время сейчас спал, проснулся, чтобы начать ругать Ахмеда Закаева. Что он якобы недостаточно там игиловец. Достаточно. Вот из такой же игиловец, как все остальные игиловцы. Ничего там недостаточного нет. Да? Если исходить из того, что вокруг него российская разведка. Это говорит о многом уже, что это самый настоящий ИГИЛ. ИГИЛ это ничего к мусульманам, к чеченцам, мусульманам не имеет отношения. ИГИЛ это КГБ, это саддамовская, арабская, что очень, очень тесно связано с ГРУ и с ФСБ, КГБ СССР, арабские вот эти спецслужбы, Баас, партия Баас, Саддама Хусейновская. И, конечно же, русское крыло, русскоязычное крыло, это 100% ГРУ и ФСБ России. И вот сейчас люди, которые вербовали меня от Ахмеда Закаева, которые пытались вербовать меня на российскую разведку, теперь против вот этих людей, кто пытался меня вербовать на российскую разведку, теперь против него выступает российская разведка ИГИЛ. Якобы они... И таким образом создается аура, что все-таки, смотрите, радикалы против Ахмеда Закаева. О, значит, он демократ, значит, это с ним можно иметь дело. Можно с ним иметь дело, говорит, может только чеченский народ. Чеченский народ не приемлет ни в каком виде сотрудничество с фашистской Россией, с которой Ахмед Закаев очень открыто сотрудничает. Так, Адам, тебе же сказать, что ты... Асна, что там провокация отрезанной головой французского учителя? Русские собственные граждан взрывали в дома, чтобы оправдать геноцид над чеченцами. Ничего, Черей, этот человек, который убил этого учителя, погиб, 18-летний юноша, который оболванен был вот этой пропагандой. В честь него назвали улицу, об этом сообщалось, потом быстро они отменили это, потому что это было связано напрямую с российскими властями, хотя эту информацию они успели уже выкинуть, там даже табличку повесили с его именем, и как бы таким образом они вроде бы поддержали вот этого убийцу. Ну и все, осталось на нас, что мы убийцы, хотя мы, конечно же, отреклись от этого, осудили это все, и на нас это не останется, да, но
для российской пропаганды очень удобно постоянно к нам это, на нас все это сваливать. Так, помню, пару лет тому назад норвежский принц катался по Европе с калашом и хотел с кем-то разрулить. А если его задержали, как бы, и что говорили про Ичкерию, особенно если он кого убил при задержании. Ну, я не знаю, о ком вы говорите, не знаю. А если ты модератор, то не нужно писать тут слова Аслана. Так, что там, Адам, ты опять с ними ругаешься? Я пропустил что-то. Аслан, некоторые вещи антитеррор говорит правильно про ислам, но и заносит не слабо. Да, на самом деле, правда, есть, даже в словах можно найти там, где-то у Кадырова, Путина там, и Патрушева тоже можно что-то найти. А так, да, заносит нехило его. Но это его право. Я не осуждаю его за то, что он там что-то говорит. Это его мнение. Мне это мнение как-то абсолютно не касается меня, это мнение. Единственное, вот выпады, когда он делает откровенные, ну, начинал он по-другому, говорил он совсем о другом, когда начинал свою деятельность. Но сейчас уже откровенно начал ну, такие вещи говорить. Ну, это его право. Абсолютно он имеет на это право. Но это не значит, что он так борется против фашистской России. Нет, он борется там, за свое что-то. Адам, тебе сказали, что так, что там провокатор, так, это было, это было. Так. Если ты мы так, Али Мачо, бойш бух, цара, вы дискредитировать бы. Беш бух, цара, дискредитировать. Дел, да, бух, милта. Вы даже не представляете, как сильно его вы от цехил карчу, цих карчу, цилах карчу, лушбух. Да, Милтон, им очень важно, чтобы здесь не сформировалось чеченское гражданское общество. Им очень важно, чтобы не было чеченских экспертов независимых, которые могли бы давать оценку разным действиям нашего общества, российских спецслужб. Вот это все, чтобы не было. Чтобы не было таких людей, кто мог это говорить и вещать. Для этого нас нужно дискредитировать всячески, чтобы с нами никто не имел никаких дел, чтобы от нас бежали как черт от Ладана, чтобы вот так они хотят это сделать. Но посмотрим, да. Ну, ведь ты тоже работал в Москве, Аслан, в то же время, когда он работал на связи. Хасан Хасанов. Конечно же, я работал. Так же, как я, около миллиона чеченцев сейчас проживает во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия и в фашистской России. И тоже работают. И я их не считаю агентами российских спецслужб. Но если во время геноцида ты работаешь в телефонной связи, где занимаешься прослушиванием и переводами, то это немного, наверное, отличается от работы плотника, адвоката, правозащитника или, я не знаю, водителя или кем угодно. Согласись, немножко разные вещи. Так вот, меня бы не взяли бы на эту работу. Просто не взяли бы. Понимаешь? Потому что не из неблагонадежной семьи я для фашистской России. Вот моего отца не взяли бы. Деда, может, взяли бы. А вот отца не взяли бы и меня не взяли бы. Вот как-то так. Аслан, лично я считаю, это мое мнение, говорит ЧРИ, антитеррор и кампания «Засланный казачок» с целью пополнения рядов халифатчиков. Слушая антитеррора, простой обыватель уж точно побежит халифатчиком. Ну, не обязательно побежит. Почему же он должен побежать халифатчиком? Например, у меня вообще не возникает желания бежать халифатчиком, когда я слышу вот то, что они там рассказывают. Я просто смотрю и, ну, мне смешно. Мне смешно, потому что, ну, этим парням нужно немножко почитать литературу научного атеизма Советского Союза. Это целая наука была, профессора были, академики на эту тему были. А это так,
студенты, только начинающие. Ты откуда родом? Я из Чеченской республики Ичкерия родом. Абдулла убить. Чечен никогда не будет на старика из-за спины. На безоружного старика Милтон, которые его приняли, французы приняли, посадили вот сюда себе на шею, кормили, обеспечивали социалом, все давали. А он вышел, отрезал голову не посол, не российскому послу, а безоружному учителю. Я не призываю отрезать голову российскому послу. Но если ты уже что-то делаешь, то, наверное, ты должен задуматься, кто больше враг. Правильно? И все. Так, друзья, мы уже более полутора часа в эфире. Как? Так, Дион, что у нас еще вам я хотел показать, Дион? Ашмоли? Итак, Дион, вернулись мы. Гнев – это кислота, которая больше вредит сосуду, в котором он хранится, чем тем, на кого он выливается. Марк Твен. Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. Амар Хаям. Вот такие вот умные вещи вы услышите на канале Реалити. Так, ну давайте тогда сейчас, если есть комментарии, почитаем и заканчиваем. Вот поменяешь мои слова антитерроре. Если будут доказательства, Чири, конечно же, я готов согласиться. Но я не знаю. Deel des nou en mobile wel zoiets. De check дальше, это уйти. Наверное, у него родители не объяснили, кто его настоящий враг. За место этого ему головорезу промыли мозги За место этого этому головорезу промыли мозги спецслужбисты. Конечно, совершенно верно. Его отец до сих пор сидит и рассказывает, что там какой-то геройский поступок его сын совершил и так далее. Мне очень жаль и отца этого жаль, и этого парня жаль. Но они совершили страшное преступление. И не только поплатились своей жизнью этого молодого человека, которого обманули. Я считаю, он тоже жертва. Но они дискредитировали, они бросили тень на чеченский народ. Вот. И можно сожалеть, он обманут, он жертва. Так же, как и братья Цернаевы, которые совершили террористический акт в Бостоне. Что сделали им американцы? Что нужно было делать для того, чтобы просто мирных людей, которые пришли смотреть марафон, взрывать? Что у этих людей в голове было? Ведь тебя убивала Россия. Ведь твой народ 4 века убивают русские, а ты убиваешь американцев? Ха, очень интересная логика. Очень интересная. Дерес Вольчери, Моса, Дерес Асан нарвался на сборник цитат мудрецов. Да. Пацана конкретно на этого человека зарядили, может, использовали спецсредства. Скорее всего, Марат, 100%, если говорить речь про вот этого убийцу Самуэля Пати, французского учителя. Да, абсолютно. А когда-то Кутая был врагом Закаева. Теперь, друзья, как говорил Джахар, это просто смешно. Свобода или смерть? Да, я как раз, когда говорил свой спич про Украину, про то, что там она пригрела Закаева, я как раз хотел вспомнить Кутаева, но потом вылетело из головы. Хорошо, что ты напомнил. Вы все помните конференцию, куда пригласили Кутаева. Вы можете себе представить? Воюющая Украина
приглашает вот этих и так называемых ичкерийцев, которые приглашают туда крымских татар, украинцев, и приглашает Кутаева. И Кутаев рассказывает, как он, какой видит будущее там Кавказа там и так далее. И украинцы, ну, наверное, должны думать, что вот сейчас чеченцы, кавказцы поднимут восстание на Кавказе, и вот сейчас мы там спасемся, там нам будет полегче и так далее, и так далее. Но это все имитация, это обман украинцев. Обман. Руслан Кутаев и же с ними это люди, которые, ну, за Россию целиком и полностью. Почему его не взяли живым? Я не знаю, говорит, почему его не взяли. Может, потому что он весь был в крови, в руках, одной руке голова учителя, другой нож. Наверное, поэтому его не взяли. Может, он побежал с ножом на них. Как ты думаешь, когда он голосовое сообщение посылает, скоро я там погибну, уйду в рай туда-сюда, ты думаешь, этот человек поднял руки, когда на него направили оружие? Я думаю, он побежал с ножом на этих людей, полицейских, и был убит. Так, Царнаев были обвинены так же, как остальные. В смысле, как остальные были обвинены? Сегодня видел видео, где Путлер говорит, что в Франции, Германии есть люди в правительстве, думающие, какие мы, говорит думающие, как мы, говорит Путлер. Думаю, они помогают Крыму выполнять их заказы, они работают сообща. Абсолютно, Асан, абсолютно точно, 100%. Здесь есть очень мощная просто, и в Германии, и во Франции, и в других странах Европы есть очень мощная российская лобби, российская агентура. Это правда. Так, Дион, пойдемте дальше. Аслан, как думаешь, какие рычаги давления можно будет использовать на тех, которые бросают тень на свой народ в Кавказской республике? Естественно, когда наши республики станут свободными. Только правовые, а какие еще можно? Только правовые. Это следствие, суд. Местные подсобники Кремля, возможно, это сами инсценировали, как американские спецслужбы в Бостоне. Хасан, почему ты считаешь, что американские спецслужбы, или и в случае с этим учителем Самуэлем Пати, французские спецслужбы, будут убивать своего гражданина или совершать теракт против своих граждан, а не эти люди, которые обвинены и погибли на этом месте? Например, Джахар Царнаев, он жив, он сидит в тюрьме. Его бы тоже убили бы, правильно, если бы нужно было убрать всех свидетелей. Вы сразу, когда происходят эти теракты, когда убийство Самуэля Пати произошло, когда взрыв в Бостоне на марафоне произошел, сразу же вбрасывается информационная повестка, что это спецслужбы Америки, Франции, там это, третье, десятое, чтобы запутать, чтобы сбить с толку общественность и следствие. И вот я считаю, что вот ты пребываешь вот в плену этой пропаганды. Ты подхватываешь и продолжаешь. Тебе тогда ты запомнил это, потому что это очень сильный такой нарратив был, что братья Царнаева не виноваты там, и так далее, и так далее. Его дядя выступил и сказал, что он виноваты они там в Америке. А другие утверждают, не виноваты и так далее. Ну зачем? Проще, чем американские спецслужбы подбивать, убивать своих граждан, проще одного болвана одурачить и заставить его сделать. Правильно? Правильно. И ни одна спецслужба не будет взрывать своих граждан. Понимаете? Как это делает фашистская ФСБ. Ни одна спецслужба, ни одна в цивилизованной стране не будет этого делать. Когда другие нации делают преступления, каждый день в Европе убийства, разборки, барыги, криминал, никто не говорит за их нацию. И как стоит чеченцы попасть в любой конфликт, сразу трубят чеченцы. И это правда, это тоже правда. Но это делают российские спецслужбы, понимаешь? А
А нам нужно быть аккуратными, чтобы нас не использовали. А мы стали давно инструментом в руках российских спецслужб. И не только российских. Вот, например, Украина тоже хотела бы использовать не с нормальными, здоровыми силами, свободными силами чеченцев иметь дело, а с какими-то симулякрами. Какими везде вот эти симулякров налепили, вот и хочет иметь дело с симулякрами. Поэтому мы должны 100 раз больше делать так, чтобы нас не заподозрили в связях там или не дать себя дискредитировать. Руслан Катаев за Россию не думал, а вот страны это ведь так. Лариса Мак, Руслан Кутаев за Россию, абсолютно так, абсолютно. Я вам сейчас покажу видео, чтобы не быть голословным, чтобы не было того, что я тут сказал и оказалось, что это не так. Сейчас, где же это видео? Оно небольшое, коротенькое. Сейчас я вам быстренько найду. Может, это сюжета было. Сейчас, одну минуточку. Это буквально... Вот он. Собственно, персоны. Сейчас я вам включу, чтобы... И в ТикТоке все услышите. Это Россией. Мы только на это условие согласны. Мы будем равны среди равных. Мы, наряду с тем, что будут и пехотинцы, мы будем и управленцы. Мы будем и в Министерстве обороны, Министерстве иностранных дел. Мы будем менять повестку дня. Не вы в Кремле будете менять повестку дня, выталкивая Кавказ и кавказцев из Российской Федерации. Мы никуда не уйдем. И нет таких отступных, которые вы могли бы нам дать, чтобы мы ушли. Нет таких отступных. Кавказ остается в России. Кавказ будет претендовать на всю Россию. Кавказцы будут двигаться для того, чтобы управлять Россией. Это на вопрос, который тут сейчас только был. Что тут у меня написали, что Руслан Кутаев за Россию не думаю. Так, Лариса Мак, повторите, пожалуйста, ваш комментарий. Что вы думаете по этому поводу? Ну, Цернео держат заперти, ему даже не дали слова в суде, даже не допускают журналистов. Гайд, я не знаю, допускают журналистов или нет, но то, что и слово дают, и вся процессуальная сторона соблюдается, я в этом нисколько не сомневаюсь, поверьте мне, поверьте. Я помню, когда ЦНС совершил теракт, я подумал, что провокация, чтобы США напали на Дагестан, как они сделали с Афганистаном. Но нет, это было сделано в других целях. Это было сделано для того, чтобы дискредитировать чеченцев в глазах американцев, чтобы помогать чеченцам, которым очень сильно американцы сочувствовали. До сих пор есть очень сильная поддержка, очень определенных кругах. Нужно было дискредитировать. Это удалось. Тогда удалось и дальше удалось. И в какой-то степени до сих пор это нанесло колоссальный вред. Аслан, Валлай, столь маленькая страна, как наша, ЧРИ может служить развалу самой большой страны РФ. И чего же эта недострана РФ тогда стоит? Ну, недостаточно нам наших сил. Недостаточно. У вас в чате пациенты с кремлевской пропагандой, а значит их адепты. Да, Путин, ла-ла-ла-ла-ла-ла, совершенно верно. И это окружение Закаева, да, это закаевское окружение. Я сейчас вам покажу два видео. Я буквально недавно копался у себя в архиве.
И два видео было у меня специально. Вот я вам покажу. Вот смотрите. Закаев объявляет Кутаева и Белокиев объявляет Кутаева. 27 июля 22 года на канале Закаева. И 28 июля 22 года, на следующий день, Кутаев. Не через несколько часов, там, как я в прошлый раз сказал, а на следующий день. Тогда уже о Кутаеве начали говорить. Курочкины начали делать пробросы. И я тогда сказал, что вот вы увидите, Закаев сейчас подружится с Кутаевым. А это казалось невозможно. Ну как это? Кутаев откровенный пророссийский чиновник, российский офицер. Вы если слышали, он там говорит, что чеченцы будут везде, чеченцы будут там в Министерстве обороны и так далее. Я полагаю, что он военный, Кутаев. Кутаев военный. Так вот, они одновременно с интервалом один день у себя на канале, я могу эти видео, если есть кому доказательства, нужно выставить, и сами можете проверить. Они там начинают оба говорить, и Белокиев, и Закаев начинают говорить о Кутаеве, что вот Кутаев, Горская республика и так далее, и так далее. И мы это на несколько шагов вперед опередили, уже поняли, что Кутаева сейчас будут выводить, точнее будут объединять Закаева и Кутаева. И об этом заранее я говорю, чтобы попробовать как-то сломать им планы. Не удалось. Они как бы, ну, Кутаев там, видимо, большая фигура, и Закаевым по-любому нужно было сойтись. Ну вот они так сходятся, таким образом они ведут свою эту деятельность. Слова говорят, вот слова вообще верить нельзя. Надо доверить делам, а не словам. А дела говорят о том, что это абсолютно пророссийские товарищи. Украина это знает, украинская СБУ это знает, ГУР это знает. Несмотря на это, ну, Украина против Ичкерии получается. А как по-другому? Спасибо за видео. Есть о чем думать. Но главное смотреть действия Кутаева. Лариса Мак, мы держим руку на пульсе, на чеченском, вот в этом нашем чеченском политикуме, мы держим руку на пульсе. Мы контролируем почти все и вся. Новых появляющихся. Мы быстро можем проверить, кто является засланным, кто является подозрительным, кто является чистым. Мы это можем очень легко проверить. И я уже тоже могу в определенной степени сказать, что я уже сам своими силами это могу делать. Плюс я общаюсь, тесно общаюсь с очень осведомленными людьми, поэтому как бы сейчас я общаюсь. Ну, еще год-два назад, 3 я не так общался. Ну вот такие вот вещи нужно знать, и вам нужно знать. Потому что, ну, зачем вам российские вот эти кутаевские, закаевские вот эти трюки? Если вы хотите, чтобы вам польза была от чеченцев, то нужно иметь дело с чеченцами, ну, реальными врагами России, а не с теми, кто изображает из себя врага, а на самом деле он друг России. Тогда же это же угроза для Украины. Вот о чем я говорю. Не может ГУР, не может СБУ не понимать этого. Ну, не может, невозможно это. Они больше, чем я, знают. И про Закаева, и про меня. Даже больше, чем я сам знаю о себе, они про меня знают. СБУ, например, знает обо мне. Я уверен просто в этом. Вот много чего. Так. Много чего знают, но, к сожалению, не делают. Мозговой штурм. Зака, говорящая голова. Муцурюя. Так. Американцы помогали России? Нет, не помогали. Руслан Кутаев года 3 назад жил в Краснодаре после освобождения из тюрьмы. Призывал за освобождение Кавказа. Его никто не трогал, даже ФСБ. Этим все ясно. Работник ФСБ. Или ГРУ. ГРУ. Я думаю, Тумсо Абдурахманов это агент ГРУ. Российских спецслужб, но ГРУ, а не ФСБ. Хотя все они входят в РОШ. Потому что РОШ в Чеченской Республике, региональный оперативный штаб, которым возглавляет Игорь Кочнев, близкий родственник главы ФСО, Федеральной службы охраны президента, другого Кочнева, главарь УФСБ по Чеченской Республике Игорь Кочнев возглавляет РОШ.
В этот рожь входит Руслан Алханов, Рамзан Кадыров, военные, ну и, конечно, возглавляет этот рожь, и там военные, МЧС там, и так далее, возглавляет это Игорь Кочнев. И вот все они входят в рожь. И они между собой могут иметь какие-то проблемы, но все подчиняются единому командованию. И их задача сейчас, когда Кадыров во всем мире стал нерукопожатным, а совсем недавно его и принимали, и к нему ездили, Майк Тайсон к нему ездил, Ван Дамм к нему ездил, ну и разные другие известные люди туда к нему ездили. Теперь Рамзан Кадыров нерукопожатный. И как бы Ахмед Закаев, Руслан Кутаев, Янгулбаев и там третий, десятый, все, кого вы видите, эти люди борются не за свободу чеченского народа, а за то, чтобы заменить Кадырова, оставаясь внутри фашистской России, частью фашистской России. Фактически просто внутрисистемная борьба там идет. А от этого Украине, ни американцам выгоды точно нет никакой. Если реально хотят победить, Украина хочет победить Россию. Вот, если это реально. Если нет, ну тогда да, можно имитировать, потом может быть. Но пока позиции Кадырова, Рамзана, вот я делал недавно выводы, там анализировал ситуацию, пока Рамзан Кадыров остается на своей вот этом пьедестале, и не получается ни у Кутаевых, ни у Закаевых свергнуть его и захватить его миллиарды. Как-то так, да. Вы абсолютно правы. Спасибо. Так, Аслан, держись там. Держусь. Ва алейкум салам. У Милашиной новая статья вышла в новой газете. Написать ее заголовок. Ну, напиши, если хочешь. Вы, Аслан, один патриот, остальные спецсотрудники России. Нет, Майк, нет. Нас с тобой двое. О чем ты? Чеченский Эдвард Сноуден. Первые результаты внутреннего расследования нападения на Милаша Немова. У них искали информацию от разоблачителя террористической сети, подконтрольной чеченскому ЦПЭ. Да ладно, это будут они писать. Надо почитать, конечно, посмотрю, что он там пишет. Нет, Чех, я не видел эту публикацию. Ну, я на этом свой стрим закончу. Мы почти 2 часа в эфире. Друзья, в воскресенье, как обычно, на чеченском языке. В понедельник, как обычно, на русском языке. Может быть, даже из